Ребята, наконец-то я добрался до Невера. Неужели? В общем, посмотрел я по навигатору 3 часа езды. А сейчас 6 уже. То есть, точнёхонько я к 9 подъеду. К заправке. Ну, там на заправке на ННК бурятская кухня. Я не успею покушать, поэтому сейчас проедем поворот. Там буквально в километре столовая есть. В принципе, цены приемлемые, можно покушать. И более-менее вкусно. Поэтому сейчас его проскочим, покушаем, там развернемся, и все, и у нас туда предстоит дорога на север. Точнёхенько на север. Так что сейчас навигатор будет ругаться, но мы проскочим этот поворот. Вот, Хабаровск 1176, а отсюда до... Ну, Бестях начинается на столбике 1140, по-моему. Ну, там 1150, грубо говоря. То есть плюс-минус одинаковые отчеты. Так что я не успеваю покушать в том месте, где хотел. Сейчас здесь покушаем. И что-то, честно говоря, пока я сейчас тут поем, пока доеду, это 10 часов. Пока заправлюсь, если очереди не будет, это еще там условно полчаса, час, 11. И, честно говоря, мне вообще неохота уже никуда ехать. Да что вы все время с дальним-то ездите-то? Прям специально, что ли, не выключают? Вот. Что там по ночам ползать? А завтра с утра поедем. Так что... Вот здесь столовка есть. О, кстати, мусор надо сейчас будет выкинуть. Скопилось. Ну все, ребята, покидаем трассу Чита-Хабаровск и сворачиваем в сторону Якутии. Пожелайте мне удачи в этом бою. Тында 162. Катим. Ребята, поехали в добрый путь. Сейчас в Тынде дозаправимся. И, скорее всего, в Тынде-то я останусь. Завтра с утра поедем. Так, ребят, ну что ж, в бой, как говорится, в бой, полетели. Покушал 450 рублей первое, второе, кофе, 3 хлеба. Первая, причем порция нормальная, еще спросила, полную или половинку. Я говорю, давайте полную. А я забыл, что тут порция хорошая. Нормальная цена для этих мест, прямо шикарная. Молодцы. А то не то, что в этом Ерофей Павлович, то просто ломят цены такие. А360 дорога начинается.
доехал, ну неужели до Тынды? Ё-моё, думал не доеду. Так спать охота. Фу. Тындынчанам привет, тындинцам, тындинчанам. Блин, а сейчас главное якутскую фуру встретил. А я его еще в Бурятии заприметил. Еще подъезжал, смотрю, они 14 регион. Я еще говорю, о, Якутия. Что-то я его начал у него спрашивать. Я говорю, слушай, а в такое время, ты, говорю, ты где останавливаешься обычно? Он говорит, да мы шагаем в этом вдвоем. Я, да ладно. Я говорю, а как так? Ну, я уже не стал спрашивать, а как так, что я вас догнал? Я в одного шагаю, а не вдвоем. Но они, походу, вообще не торопятся. Вот, поэтому я что-то... Меня вообще спать тянет. Очень сильно спать хочу. Так, 32. И что-то как-то в каком-то месте перед Тындой, чик, как выключателем, сразу температура бах упала. Ну, еду, смотрю на градусник. «35» было вот там вот до перевала вот этого перед Тындой. 32 здесь, ну, в принципе, терпимо. Так, сейчас едем на ННК, заправляемся. Там на выезде есть слева площадка, но она, скорее всего, забита вся. Там дальше еще есть, но там мегафона нету. Там, по-моему, МТС ловит. МТС я тоже свой переключил на безлимит. Зараза, раздавать нельзя, типа только на телефоне. Вот, и, блин. Такой, ну, такой тариф купил там, через посредников. За 500 рублей абонентская плата. Безлимит. Звонков там тоже много, смс-ок много. Дай, пойдет, ладно. 500 рублей в месяц, в принципе, не так уж. Иногда нужен МТС, потому что мегафон не всегда бывает. Так, 30 секунд успеваем. А, блин, вот же тут красный, господи. Тут 70. Фу-фу-фу. Ладно, ребят. Давайте до завтра. Завтра уже светло будет. Поедем. Сейчас заправимся. Все жидкости залью, чтобы не замерзла соляра. Ладно, до завтра. Toyota Hiace. Наверху нагрузили больше, чем сама Тойотка, это микроавтобус. А до этого выехал еще и с прицепом. Ты что, выезжаешь, не будешь заливаться? Или ты выпускаешь машину? Короче, здесь столпотворение. Твою ж мать. Не могу Я тут вот стою. Я тут просто стою на этой. На полосе занял. А там места нету, куда встать. Еще бензовоз приехал. Замечательно. А он куда? В общем, сейчас я тут времени часа 2 потеряю, пока это все заправится.
общем, ребята, доброе утро. Вчера же бензовоз-то подъезжал. Вот он сливаться. И получается, закрыли заправку с 8 до 12 ночи. На слив топлива. И, соответственно, я да нафиг ждать. Благо там место не было занято. Я назад сдал там. Бочком встал. Ну, получается, там в начале заправки. Все, в 5 утра проснулся. Будильник поставил. Никого нету на заправке. Все, залился. 35. Блин, пока заправлялся, свежо на улице, ребята, свежо. Я отвык от таких морозов. Реально отвык. Через 1 километр 500 метров держитесь правее. Помню, в детстве 35 для меня это казалось, фантастика. Тепло. Блин, красный загорелся. А тут что-то я смотрю, никто не соблюдает. Все едут на красный. А вот это остановился. Блин. Прям на подъеме. Поехали. Аж страшно ехать, честно говорю вам. Вы бы видели сейчас, какой шлейф у меня белого дыма идет. О, еще есть как скользкая. В общем, взял кофе на заправке Американо 400. Естественно, ждать кафешку я не буду. С 9 утра она. — 5:35, вернее, даже уже 35 минут заправлялся. Так, ну все. И Алдан, Алдан. Тында заканчивается у нас. Вот слева заправка, сейчас заправился. Я вот где Вольво стоит слева. Он уже ночью подъехал. Я-то вот здесь вот ночевал. Ну, более-менее нормально. Вроде как чувствую себя нормально, поспал. На Рутюб загрузил, тут хоть скорость нормальная. Где-то за минут 20 загрузился файл. Дольше обрабатывался. Ой-ой-ой, как же страшно ехать, ребята, вам. Соляра до минус 40. Добавил керосинчика. Чтобы не загустевало, не парафинилось. Так, и сейчас у нас подъем, такой спуск, мостик.
ребята, с Богом, с Богом. В такие моменты во всех богов поверишь. А представьте, до вот этого всего, до технологического, да, развития, электричества, появления вот этого всего, как тут жили люди, ёшкин матрёшкин. Как вот эти все экспедиции отправляли. Страшно представить. Опа. 39. Ладно, ребят, не буду затягивать. Поехали. Позже включусь. Страшно ехать. Честно скажу вам, страшно ехать. Но надо. Надо. Родина сказала, надо. Так, что тут надо? Ой, бляха-муха. Еду, скорость 40, 50, местами 60. Ну и соответственно с такой скоростью прям мало проехал я. Проезжаешь, я имею в виду, за определенный промежуток времени. А, помню, здесь вот этот участок гравийка, что здесь сделали летом. По-моему, здесь уже получше асфальт начнется. Закончится. Как-то еду в тишине, сам в своих мыслях. Какие-то мысли прилетают в голову, улетают. В общем, в этом, не знаю, какое состояние, так сказать, дорожное состояние, в медитативном состоянии. Да, асфальт получше стал, все отлично. Скоро у нас Лапри начнется. Лапри, там подъем, частенько там висят. Что туда, что в обратную сторону.
дорога. Ладно, ребят, давайте позже включимся, не будем хронометраж увеличивать. В принципе, едем потихонечку. Что-то только вот выключил и Лапревский подъем с пробуксовкой на 7-й. Ну прям парочку раз пробуксовка была. Нормально вроде поднимаемся. Ё-моё. Думал встану. Не, нормально. На 7-й идем. Видите, следы буксовали. Благо сразу понял, чуть-чуть успел разогнаться. Вот так и на 7-й будем подниматься. Тянет. Спуск 2,5 километра, 8%. О, какой яркий у тебя свет. Так, ну сейчас спуск будет такой. Осман, сейчас на спуск пойдешь, ты в канале нет, понимаешь? Там висят. Поаккуратнее. А, все, принял, хорошо, спасибо. У тебя чисто было. Там, получается, направо, еще раз направо повернешь и, короче, узковато. Один на встречке стоит. Принял, братуха, спасибо. Ну, у тебя чисто. На Якутск спускаюсь. Машинка поднимается. Чего придержать? Что там говорят, машины висят, да? Молчит. Так, ну я вроде горняк держит нормально. Вроде встречки нету, нормально. Не вижу встречку. Так, что там, Мерс висит. На цепях подняться не смог. Да ладно. Ребят, на Якутск спускаю, попридержать нужно? Нет? Так, ага, все, вижу. Воу-воу-воу. Тихо. По-по-по-по. Пусковато.
А, он не пройдет здесь. Слишком длинный. Ты попросил бы назад, бы сдали. Чего они так встали? Ребят, вы бы немножко назад сдали бы, кто там висит-то вторым. Узковато же. Че, глухие, что ли? Один второго, который я объезжал, чуть назад сдай. Правильно. Тоже вот не понимают люди. Ускут тоже ехал. Кто там? Митека прям на повороте на Чещином встал. Мозги-то должны быть. А если в повороте кто тебя понесет и в тебя... И причем на повороте встал, кто на подъем идет, да, со стороны Ускута на Братск. Там же, блин, разгоняться надо. А этот прям на повороте встал. Чем думают? Только о себе думают, а других, ну, частенько я такое вижу. Слушай, я нормально спускаюсь, горняк держит, прямо нигде не проскользнуло. Ну вот сейчас на подъем я шел, один раз пробуксовка была, но потом нормально. Я говорю, я сразу сообразил, и этот, что лапри-то начался подъем. Попридержать надо. Ой, попридержать, разогнаться. Че я там тоже особо-то не... Ну, газанул, то есть хотя бы чуть-чуть. Да, вот этот, что там второй-то стоял я? 06 регион. У Делки же такой, но Делка, по-моему, сюда не ходят. Или ходят? Я в темноте не посмотрел. Кто это? Ему чуть-чуть назад скатиться, метров 5, чтобы можно было разъехаться. А он так встал, что... Ну, видели, да? Кабину снесут. Чем думают, вообще не понимаю. Так, ну что ж, спустились к Лапре. Кафешка есть, но там только за наличку, а у меня налички нету, потому что здесь связи нету вообще никакой. Так что едем дальше. Дыма вертикально вверх идет. Ну 40, 39. Ребята, двигаемся дальше. Шагаем. Река называется Хитрушка. Хитрушка. Ой, блин. О, указатель. Указатель. Что
Беркакит 117, Алдан 394, Якутск 918. Алдан 300, ну 400 км. Ох, эти 400 км. Так долго будет. Сейчас еще у нас перевал Якут скоро будет. Надеюсь, там машины не висят. Проскочим. Надо будет ось поднять и штурмануть. Вот сейчас у нас тут асфальт такой более-менее до самой границы с Якутией. А потом там на Якуте гравийка, и после Якута там этот асфальт тоже пойдет. Ладно, ребята, поехали. Сейчас я его предупрежу. Дружище, в канале навстречу идешь в сторону этого, блин, как вот, Тынды. Говори. Там на лапре висят, сколько, раз, два, три машины висят. Там в одном месте, блядь, один встал впритык ко второму, узкое место, поаккуратнее. Ты, в принципе, не сильно длинный, должен пройти. Принял, они там живут уже, наверное, блядь, я туда шел, стояли, блядь, экран стоит дальше. Да, DAF, который двухногий, да, тоже за ними стоит. Принял. Доброго пути тебе, с наступающим. Взаимно, взаимно, братуха, давай с наступающим. Я ему вроде как кричал по рации, спустись немножко вниз, чтобы проезд был, блядь, а он что-то как-то там не отреагировал никак. Принял. Ничего себе, он уже обратно идет. Эти стоят, что ли? Как так-то? Да как так-то? Ну, наверное, он не в Якутск, а может быть в Нюрку разгрузился, так в обратку идет. Что тут до Нюрки-то недалеко. Что это здесь? Провал. Оп. А DAF-то что, двухногий, главное, пустой. Че он за ними стоит? Подошел, постучал, спустись назад, вниз, дать проехать. Откатился назад с разгончика, проехал, все. Какого? Там тоже этот Мерседес с киргизскими номерами. Че стоит на цепях? Ждут помощи. Странно. Да ладно. Обратно будем ехать, будем посмотреть. Но я вот в обратку ни разу не висел. И груженный шел, и пустой шел. Вот в эту сторону, ну, пару раз-то было, висел, но я из-за того, что встречка, попутка
тормозила. Ну, останавливался, я за ними, получается, тоже останавливался. И все, ждал, пока подымутся по своей полосе, потому что по встречке я там пытался обойти. Ну, встречка придерживала, и я, получается, тоже на встречку выезжал и не мог обойти. И первый раз, это было второй раз, а первый раз совсем это был я зеленый в Делко, я на Мерседесе поехал. Вот тут встал я на этом лапре. Раза 4-5 я назад скатывался. Ну, кто здесь катается, знает, что скатываться это проблема. Или не на лапре, на другом я подъеме там еще есть. Или на этом. Назад скатывался. Раза 4 пытался. Не получилось. В итоге меня поднял этот бензовоз. И все, я дальше сам шаганул везде, все прошел. Или на Якутии это было. Вот не помню, честно. Нет, на Якутии, скорее всего. Да, на Якутии. Потому что там гравийка была, а не асфальт, по-моему. Блин, давно было, не помню уже. Так, ну вот у нас Амурская область заканчивается. И въезжаем в Якутию. Давай-ка фотку сделаем. Я уж не буду останавливаться. И что-то погода вообще просто... О, леса. Видели? Смотрите. Не боится. Поехали. Погода 23 градуса. Представляете, как прыгает. Блин. С 40 до 23. Нормально. А я тут движок полностью закрыл. Смотрю, у меня температура поползла вверх. Я вот сейчас думаю, надо приоткрыть чуть-чуть, потому что если с такой температурой подъем затяжной же в этом, на Якуте. Сейчас я открою доступ к радиатору. Сейчас вот тут площадка есть справа. Надо приподнять будет. — 23 градуса, обалдеть. С 40 до 23. Это вот так тоже бывает. Сейчас покажу вам, ребят. Смотрите. Вон, видите? Видно, да? 23 градуса. Сейчас пойду. Открою. Так, ладно, сейчас. Так, ребят, ну что же, открыл частично радиатор, чтобы это не вскипело, ничего, не перегреть двигатель. Раз такие скачки. Потому что сейчас затяжной подъем. Обезопасим движок. Потом морозы опять начнутся, и опять там, правда, тяжело их вставлять, зараза, там так этот, ну ничего не поделать, чего уж.
25 пошла падать температура. Водитель сказал, что я зря открывал. Не, но все равно на подъем двигателя. Не надо перегревать. А дальше у нас там ТИТ. Ну там сейчас асфальт. Сейчас посмотрим, как он в состоянии. Блин, сейчас навстречу машина прошла. Хотел спросить, что там висят на Якутии, нет? А он что-то, по-моему, кто-то или спускается, или поднимается. Поднимается. Это легковушка, может быть. Спросите. Да, это легковая. Меня кто-то догоняет. Я вот не вижу, кто останавливался, то что. Оно это легковая, по-моему. На дальнем идет, зараза. Сейчас у нас тут спуск будет такой продолжительный. Давай, давай, обгоняй, обгоняй. Toyota Allium, по-моему, Allium. Так, ребят, ну что ж, спускаемся. Давайте сейчас спустимся. Там поворот, мост, под мостом. Все, и пойдет подъем. Там включусь, не затягивать хронометраж. Или пойдет, или не надо. Нет, давайте выключимся пока. Все, ребята. Сейчас начинается у нас Якут. Тут председатель сидит слева, но в темноте его не видно. Все, 2,6 километров, 8%. По коробке полетели на подъем. Вот тут как еще тоже я разогнался, что ли? Ага, 50 километров. Но летим, стараемся. Так, на 10-й, блин, я вообще не разогнался, честно говоря. Девятый уже, ё-моё. 8-я. Давай, милый. Тянет уже. 7-я.
висит. Подъем свободен. Идем, ребята. Так, 8-я уже опять не тянут. Нам будет переключаться. Видите, бугорки, это все шлифовали здесь. Так, у меня пробуксовка идет. Чекманчик мой, давай. Пару раз шлифануло. Нормально. Сейчас повороты. Натяжечку идем. Так, ну все, почти поднялись. Нормально. Я вон уже вижу, тут наверху парковка есть. Все. Меня дождался, да, пока я подъеду? Или что? Ну ладно, давайте я обгоню вас. Доска. Ну что ж, давайте позже включусь. В принципе, сейчас едем. Что у нас сейчас? Нерюнгри. Ну как,
не сейчас, а скоро. Рядом практически. Пару часов с такой скоростью нашей. Встречка. Америка. А, так ты на башке одной едешь. Америка, Америка. Так, ладно, ребят, давайте позже. Все нормально. Двигаемся. На Якут поднялись. Что у нас там остается? Ну, из серьезных ТИТ. Ну, сейчас ТИТ вроде как сделали же, да? Сейчас посмотрим. Я-то как там был-то осенью. Там активно асфальт клали. Поэтому сейчас, по идее, должно быть вообще там... Посмотрим. Поехали. Ребят, Нерюнгри. Сейчас останавливался, чуть-чуть кимарнул. То ли сон, то ли не сон. Непонятно. В общем, утеплил заново. Тут такой спуск крутой. Прям реально крутой. Спускаюсь на горняке, потому как здесь машина просто ускоряется неимоверно. Третье положение, в принципе. Резина остыла, конечно, пока я поспал. Терпимо. Нервин говорит, дальше кафешка есть, я вот думаю, там поесть. Или уже перед Титом поесть. Там тоже есть. Так, и подъем 10 градусов, 10%. Что-то самосвал стоит. О, а как так-то? Легковая вылетела. Ты что, он так несся, что ли? Как он вылетел-то? Удивительно. Скользко, что ли? Ну да, вот здесь вот что-то справа я смотрю по полосе. Лед, походу. Слегонца. Блин, и еще один спуск такой крутой. 35 градусов. Да, вот здесь он крутой. Аккуратнее.
Пойдем сходим, покушаем, есть хочу. Сворот на Чульман проехал. Минус 37. За бортом. Сейчас у нас скоро будет Чульмановская петля. Там аккуратнее. Пройдем. Но у нас спуск будет. Это в обратку подъем. Смотрите, там какой туман внизу. Там 100% холодно. О, одиночка замерзшая. Вниз. Так, что у нас тут? Поворот. Аккуратнее. Ручей Семеновский. Ручей. Опа. Подъем начинается. Ладно, ребят, в принципе, все отлично. Шагаем дальше. Тут вот все хорошо. 2,8 километра. 6 градусов, 6%. Там у нас внизу будет спуск. Блин, высоко. Так, высоко. Держим машину. Держит. Горняк держит. И вот сейчас правый поворот, а он прямо пошел. Фура, я имею в виду. Скользко было. Тихо. Вот здесь он чуть-чуть вправо-то начал входить, но все равно у него, видать,
скорость большая была, инерции не хватало, ну, то есть инерция сильная была, и вот он где-то вот здесь вот. Когда-то отбойников не было еще. Сугробы были. Сейчас вот, кстати, за лето поставили отбойники. И где-то вот он здесь вот в снег уткнулся. А там-то тоже высоко. Так, что у нас там? Трал поднимает, идет наверх. Ну он-то что, 6/4, Мерседес. Что там, как модель-то это называется? Так, и вот сейчас у нас левый поворот теперь. Аккуратно, не спеша. Кто поспешит, того Бог насмешит, да? Ну, сейчас у нас прямая будет, можно немножко отпустить. Всё. Ну и скоро Тит. Горняк держит, нормально. Включим 12-ю. Так с горняком и будем спускаться, чтобы уж сильно не разгоняться. Кто там говорит, что зимой нельзя пользоваться горняком, плюньте тому. Можно и нужно пользоваться. Просто аккуратно, естественно. С головой. Так, мост сделали, я помню. Сейчас, наверное, может быть, он нормальный будет. Река Чульмакан. О, нормальный мост. Да, и вот здесь парковку делали. Здесь вот асфальт укатывали. Смотри-ка, и отбойники сделали. Тут гравийка была. Нормально. Вот здесь вот стык со старым асфальтом. Так, ребят, ладно, идем дальше. Катим, ребята. Смотрите, как все бело-бело, да? О, КамАЗик. Все белым-бело. Кто на югах живет? Снега вам не хватает, а? Приезжайте в Якутию. Здесь его очень много. Подожди, а это тот спуск, да, затяжной, длинный? Да, кстати, аккуратнее надо здесь.
поеду.